Дорогие друзья, мы рады вас всех видеть в стенах нашей библиотеки. Мы собрались сегодня для того, чтобы подвести итоги конкурса «Читающая мама, читающая страна», организованного Коми Республиканским институтом развития образования совместно с Коми региональным представительством Ассоциации школьных библиотекарей русского мира. В нашей республике подобный конкурс проводится впервые. А в 2013 году пилотной площадкой для такого конкурса выступил Камчатский край. За это время к конкурсу присоединились Курская область, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новгородская область, а также Якутия, Республика Саха. Идея проекта появилась после того, как китайские школьники заняли первое место по качеству чтения в одном авторитетном международном исследовании. Выяснилось, что каждую пятницу во всех школах Шанхая мамы читают вслух своим детям, а те определяют лучшую маму месяца. Да, многие исследования доказывают, что у людей читающих выше шанс построить успешную карьеру. У них лучшие отношения в семье выстраиваются. Они выглядят моложе и даже живут дольше. Детское чтение развивает интеллект, речь, делает ее богаче, усиливает образное мышление и речевые навыки, как я уже сказала. И даже, как доказали ученые, улучшает сон. Но есть еще один аспект. Да, есть еще один аспект. Во время совместного чтения рождаются общие переживания, появляется душевная близость, единство взглядов и даже маленькие секреты. Чтение служит также сближению души матери и ребенка, например, или отца и ребенка. Ну что ж, вы видите, да, что у чтения нет противопоказаний, каких-то отрицательных побочных эффектов, только положительные. Поэтому очень приятно, что в этом конкурсе приняли участие почти 300 семей, точнее 299. И со всех районов республики, со всех уголков, и в том числе одна работа была даже из Калужской области. Кстати, выяснилось, что наши мамы с детьми очень любят книжки и на коми языке в том числе. Поэтому было решено ввести еще одну номинацию «Чтение на коми языке». Давайте посмотрим, как же распределились работы по номинациям. Вот перед вами слайд. И мы видим, что лидирует номинация «Читаем вместе с мамой». Следом за ней идет номинация «Читает мама». И дальше вы видите сами. А интересно, какой район был самым активным? Где же у нас больше всего читают? Смотрите слайд. Это города. Как видите, да, туда прислало самое большое количество работ. Причем 16 работ пришли из поселка Водный. А в Печорском районе, кроме самой Печоры, активным был очень поселок Кожма. Что же касается районов, то здесь лидирует Книжпогорский район. Там 19 работ оттуда было прислано. И еще немного статистики. Сначала вопрос. Как вы думаете, какие же авторы и произведения пользуются популярностью наибольшей у наших современных родителей? Это вопрос к вам. Не бойтесь, отвечайте. Какие? Да, Пушкин, Маршак. Так. Конечно, вы все правы. Все, что нам читали наши мамы в детстве, то мы и читаем нашим детям и внукам. Это старые добрые русские народные сказки. Корней Чуковский, Самуил Маршак, Виктор Драгунский, Сергей Михалков. Замечательно, что помнят таких прекрасных писателей, как Валентина Асеева, Николай Носов, что читают своим детям Пушкина и Крылова. Не попали в наш топ-лист, но участвовали в конкурсе Валентин Берестов, Виталий Бианки, Зоя Воскресенская, Фазиль Искандер. И, конечно, очень отрадно и то, что многие из участников выбрали для чтения книги наших земляков. Привет из Батландии, недавно покинувшей нас Татьяны Кирпиченко, книги Геннадия Юшкова, Владимира Тимина и Елены Гавровой. Пользуются популярностью и коми народные сказки. Среди работ были российские современные авторы, например, Ольга Гражданцева, Наталья Мигунова, Артур Геворгизов. Некоторые
команды сделали неординарный выбор. Например, «Ветхий Завет», сюжет о Адаме и Еве, стихотворение Достоевского Федора Михайловича, «Божий дар», кстати, отличное стихотворение, «Хроники Нарнии», даже кто-то читал. И, конечно, вы сейчас, после всего сказанного, легко сможете определить, какое же произведение заняло самую лидирующую позицию у читающих родителей, мам и пап. Всем нам известно с детства. Уже поставили нам, да? То есть не дали нам поугадывать. Да, это телефон. Ну что ж, я думаю, вы уже устали от цифр. Скажите, что еще любят дети делать, кроме того, чтобы читать? Рисовать, играть. Я предлагаю чуть-чуть поиграть. Мне нужны 2 команды, из 5 человек каждая. Бегом-бегом, дети, ко мне, команда умных детей. Взрослые детишки мне тоже нужны, потому что надо помогать. И команда из 5 умных родителей. Еще 2 умных детей. Бегом-бегом. Не стесняйтесь. И команда умных родителей. Родители стесняются еще больше, чем дети. Ну, родители. Придется членов жюри поднять. Так, 2 умных родителя у нас есть. Это все? Идите сюда. Родители. Хотя мне кажется, вам там будет лучше видно. Идите туда. Вот сюда. Умные родители. Я вот вижу прямо вот тут папа очень умный. Давайте. И этот папа тоже выглядит очень начитанно. А мама вообще, я помню ее по видеоролику. Все, отлично. Итак, мы поиграем с вами в игру, которую разработали наши сотрудники нашей национальной библиотеки. Она называется «Тедмовлыдди». Мы поиграем в русскоязычный вариант. По одному вопросу буквально, да? А члены жюри, которые здесь у нас присутствуют, помогут подсчитать баллы мне. Угу. Начинаем играть. Да, с самого простого. Сначала по иллюстрации. Первый вопрос команде умных родителей давайте. Итак, маленький кусочек иллюстрации. И, может быть, вы уже знаете, что это за произведение. Мозаик зайца. Попробуем, пишем. Мозаик. Дед Мозаик. Отлично, 5 баллов команды родителей. Ага, теперь дети. Давайте, дети. Ой, что-то какое-то сложное, дети. Что там было? Бегом. Придется взять. Попробуем? Неверно. Давайте еще одну подсказочку возьмем. Муха-цокотуха попробуем? Зал, может быть, сочувствует команде детей и хочет подсказать? Нет, сон. Уже проверяли. Чья-то нога. Кто это? Попробуем вверх. Девушки, нам за вас Помним, да? 2 балла пока у команды детей. Ну, мы переходим в следующую номинацию. Нет, пойдем по фрагменту текста. Да? Давайте по названию, по словам подсказкам, вернее. Слова подсказки. Так, команда родителей, внимание. Открываем задание. Первая подсказка.
Богатырь. Есть уже какие-то? Илья, мы вроде пробуем. Илья, не знак? Ага, не трудись. Ничего. Уже выиграли. Теперь ваша подсказка. Поезд. Что у нас с поездом? Ну-ка, дети, подсказывайте. Это сложно, давайте следующий. Да. Да, а мы внизу. Купец. Оленей цветочек попробуем? Исправь чуть-чуть. Давайте подсказывайте. Да? Не знаю. Ну-ка, кто в зале может сказать? Садко подсказывает. Пробуем. Ура! 4 балла. 10-7. 10-7. И следующая номинация, да, по фрагменту текста. Ага. А 25-й солдатик был... Вам попадаются реально более легкие вопросы. Ура! Так, дети, выберите сами. Оглянулся Тугарин назад, хотел посмотреть. Тугарин, змей, и... Алеша Попович и Тугарин змей. Да, молодец. Набирайте Алеша Попович, наверное. Алеша Попович. Первый. Ну что, в эту игру вы можете играть дома. Зайти в нее можно через группу ВКонтакте Национальной библиотеки или через наш сайт. А всем, кто поучаствовал, я прошу подойти к нашим раздатчикам призов и получить небольшие призы. Спасибо за участие. Ну что, мы размялись, да? И теперь я предлагаю перейти к самому волнительному моменту, к награждению. Но сначала давайте посмотрим критерии отбора работ. И я прошу буквально в 2 словах прокомментировать эти критерии одного из членов жюри, Марию Николаевну Закоцова. Она член Коми регионального представительства Ассоциации школьных библиотекарей русского мира и методист Национальной детской библиотеки имени Маршака. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада видеть вас всех. И прежде всего хочу сказать большое спасибо за доставленное удовольствие. Потому что действительно участвовать в жюри этого конкурса было хотя и очень сложно, потому что работ было очень много, и как бы чувствовала такую большую ответственность, чтобы никого не обидеть, да, чтобы как-то адекватно оценить все работы. Но прежде всего получила очень большое удовольствие, потому что все родители и дети, и моя категория была, это читает мама детям 6-10 лет, вот, все были очень творческие, очень настоящие артисты. Вот. Единственное, что хотелось бы на будущее, да, если вы будете участвовать и дальше в этом замечательном конкурсе, это побольше внимания уделить именно представлению своей команды, так сказать. Потому что очень многие просто называли авторов произведения, иногда даже без этого, ну и начинали потом читать. Вот. Хотелось бы, конечно, немножко, как бы, чтобы было какое-то представление о команде, немножко рассказать, чтобы о себе, может быть. Вот. А так работы все были очень замечательные, и
даже несмотря на то, что многие произведения повторялись, как мы уже говорили, да, Чуковский, там тоже Драгунский, но каждый читает по-своему, и каждый раз что-то новое, интересное я из этих произведений, как из этого чтения узнавала. Поэтому всем большое спасибо, и очень приятно было поучаствовать в жюри такого замечательного конкурса. И желаю вам всем дальнейших творческих успехов, и продолжайте в том же духе. Большое спасибо. Ну что, а я теперь приглашаю для приветствия участников конкурса и вручения дипломов и призов от организаторов конкурса победителям в номинации «Читает мама» заместителя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталью Владимировну Якимову. Дорогие дети, уважаемые родители, мне кажется, наш конкурс можно скорректировать в названии и назвать его «Читающая семья», потому что здесь замечательно, что здесь присутствует много пап. Это важно сегодня для нас, что не только мамы, но и папы принимают самое активное участие в воспитании ребенка. Уважаемые родители, огромное вам спасибо за то, что вы, несмотря на свою занятость, на достаточное количество проблем в своей жизни, всегда находите время почитать с ребенком. Потому что именно ваши дети придут в наши садики, в наши школы и уже будут любить читать, что очень важно. Ну а мы со своей стороны, конечно, будем развивать этот интерес к чтению, сопровождать их жизнь в этом интересном мире чтения и способствовать тому, чтобы интерес этот не угасал на протяжении всей жизни. Не зря один из философов, писателей Дидро сказал: человек перестает мыслить, когда перестает читать. Спасибо вам, родители, что вы сами не перестали читать, и то, что вы читаете вашим детям. Если многие из вас вспомним свое детство, я свое вспоминаю, очень часто именно первое воспоминание — это когда мама на ночь читала сказки. И, наверное, с учетом той статистики, которую мы сегодня увидели, хорошо, что вы читаете не только сказки, но и современных авторов, и побуждаете интерес к чтению. Но в этом деле ведь, наверное, даже не столько важно для нас сам процесс, сколько близость с ребенком, духовная, физическая. Поэтому я желаю вашим семьям тепла, любви, будьте вместе и всегда находите время для чтения. Спасибо вам за участие в конкурсе, и, конечно же, хочется отметить лучших из лучших в этом конкурсе. Итак, номинация «Читает мама», дети до 6 лет. Диплом за третье место. Самых маленьких мы сейчас будем приветствовать. Диплом третьей степени вручается Шушине Екатерине Ивановне, Владимиру и Владиславу из города Печора. Я думаю, что город Печора обязательно найдет торжественность момента и передаст этот диплом и подарок своим деткам. Да. Это интерактивное чтение сказки. Давайте посмотрим маленький фрагментик, да, как это было. Или себе дед, Баба, да баба, Яйна, снесла Баба. курочка яичко. Где яичко? Где яичко? Ко-ко-ко яичко снесла. Курочка. Ку-ку-ку, Не простое, а золотое. Баба. Баба, Баба, деда, Дида, курочка, Куряка, ко-ко-ко. Ка-ка-ка, И яичко снесла. Левка, Дед бил. Эти малыши, они же как у нас познают первую книгу? Сначала на зубок, да, а потом уже на какое-то другое ощущение. Второстепенный диплом вручается Деминой Яне Александровне и ее сыну Богдану. Это тоже приз уходит в Печору. Нина Ивановна, учитель Тимура, получает призыв. Нет? Простите, нет. И тоже посмотрим небольшой ролик. Вижу один островок небольшой, зайцы на нем собрались гурьбой. С каждой минутой вода подбиралась к бедным зверькам. Уж под ними осталось меньше аршина земли в ширину, меньше сажений в длину. Тут я подъехать, лопочут ушами. Первое место в номинации «Читает мама с детьми до 6 лет». Диплом вручается
Рожковой Татьяне Анатольевне и ее дочери Даше. Город Ухта. И диплом-приз. Да, мы тоже посмотрим небольшой ролик с наглядным изображением кариеса. Жил в лесу зайчонок серый. Он веселым, шустрым был. Представляете, зайчонок чистить зубы не любил. Для чего мне ваша паста? Щетка тоже не нужна. Я и так сгрызу морковку, если сладкая она. Но там действительно такое изображение кариеса и микробов, что хочется бежать чистить зубы сразу же. Я думаю, что эти ролики можно будет в дальнейшем даже использовать в образовательных организациях, особенно в детских садах и даже на родительских собраниях. Я думаю, что мы рекомендуем и эту форму работы тоже нашему учреждению. Да, и следующая категория детей – дети от 6 до 10 лет. И здесь уже у нас осознанное чтение, замотивированное чтение, как правило, и у родителей, и у детей. Дипломом 3-й степени награждается Елена Васильевна Лифенко и ее дочь Диана. Мама с дочкой спешат. Ты замечательно. Дианочка, мама тебе часто читает? Тебе нравится? Молодец. Всего хорошего вам в этом процессе. Давайте тоже посмотрим на нашу артистичную очень маму. Все вернулся к самой земле и говорит: одну ягодку беру, на другую смотрю, третью замечаю, а четвертая мерещится. Хорошо, сказала Женя. Спасибо, папочка. Буду так делать. Дудочки и кувшинчик. Дипломом 2-й степени в этой номинации награждается семья Натальи Николаевны Шимовых и ее сын Георгий, представители школы города Печоры. Не смотрим? Да, обязательно. Чем удивили нас этим? Садись скорее. Я говорю, не надо. А Мишка, иди скорее. Эх ты, трусишка. Я побежал, прицепился рядом, машина тронулась, и как помчится. Ну что ж, и дипломом 1-й степени в этой возрастной категории награждается семья Дорониных, Социалина Михайловна и дочь Софья. Ударский район, город Фото. Брат? Замечательно. Тебя мама читала тоже? Сейчас ты, а ты сестре читаешь сейчас? Да? Сама научилась, молодцы. Ну, читайте дальше дружно всей своей семьей. Да, даже из ролика видно, что вот это лучшая традиция семейного чтения. Земля чуть посветлее. Ты знаешь, почему земля посветлее зимой? Потому что снег. Да, снег лежит. Вот и лес. Тут уж совсем темно. Рук своих не разглядишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит. Все равно думает, где замерзать. Да, как интегрированы современные технологии с таким классическим процессом чтения. Большое спасибо этой семье. Да, и да, дети старше 10 лет, тут у нас один победитель. Да, у нас один победитель. Это семья Полтавских, Елена Сергеевна и сын Петр, село Кайгородов. Здесь, победители конкурса «Читающая мама, читающая страна». Давайте посмотрим тоже небольшой ролик. Ильянка налаживал петли, Тика помогал. Мальчики шагали бесшумно, разговаривали мало и тихо. Им казалось, что они видят и слышат все, а их не видит и не слышит никто. Ветер дует от них, поэтому лесные жители могут их учуять. Хорошо, что лесная чащоба не открытая поляна.
Ветер скоро ослабевает. Спасибо, Наталья Павловна. Еще раз, уважаемые участники этого конкурса, читайте вместе, приглашайте своих друзей, близких. Давайте будем читать, познавать много нового, быть развитыми, умными. Конечно же, от этого красивым. С праздником вас сегодняшним, с таким чудесным конкурсом. Спасибо. Ну что ж, мы переходим к следующей номинации. И представить победителей я прошу кандидата филологических наук, доцента, ректора Коми Республиканского института развития образования Галину Владимировну Китайгородскую. Добрый день, дорогие друзья, дорогие дети, родители. Нам очень важно, что сегодня мы с вами встречаемся в эти светлые, красивые праздничные дни, дни Рождества. Именно Рождество, оно дарит нам добро и свет. И я благодарю каждого из вас за именно тот красивый подарок, который вы нам преподнесли. Вы все участники конкурса, и каждый из вас действительно является частью этого нашего красивого мира, мира чтения. Сегодня мы подводим итоги. У нас есть призеры-победители, но все участники конкурса — это удивительные люди. Это удивительные дети, удивительные семьи, удивительные мамы, папы, бабушки и дедушки. И мы, как организаторы конкурса, сначала действительно волновались, сможем ли мы создать эту атмосферу единения именно в рамках семейного чтения. И нам это удалось. Мы стали участниками большой социальной акции, которая в Российской Федерации. Читающая мама, читающая семья, читающая страна. Нам очень важно, что мы поддерживаем традиции русского чтения, которые были заложены еще в XVIII веке. Первый журнал в России носил название «Детское и семейное чтение». Благодаря Николаю Ивановичу Новикову именно эта традиция позволила в России сформировать пространство просвещения. И это пространство было создано в каждой библиотеке, в каждой школе. Именно благодаря вам, уважаемые родители, мы знаем, что у нашей страны есть будущее. Будущее — это наши дети. Вы создали именно ту искреннюю ситуацию, благодаря которой наши дети понимают нравственные ценности, осознают себя членами нашей большой страны. И нам было очень важно, как выбираете тексты. Эти тексты были действительно с глубоким смыслом. Каждый текст, который вы представляли, он нес в себе именно то добро, ту мораль, которая необходима сегодня именно всем нам. Уважаемые друзья, мы искренне вас благодарим, что вы приняли участие в конкурсе. Мы очень надеемся, что мы будем вместе с вами продолжать позиционировать семейное чтение. И сегодня я еще раз хочу сказать, что мы поздравляем победителей. Но я знаю, что сегодня в зале присутствуют те, кто заинтересован в развитии наших детей. Присутствуют организаторы детских кружков, представители организаций дополнительного образования. И именно вот такие события, они объединяют всех нас, систему образования, культуры и науки. Спасибо вам большое. Низкий поклон каждому из вас за то, что мы вместе формируем нашу гражданственность, нашу страну, благодаря вашим детям. Спасибо. Номинация «Читаем вместе с мамой. Дети до 6 лет». Диплом 3-й степени вручается Ушаковой Наталье Евгеньевне и ее дочке Ушаковой Софье. Наталья Евгеньевна. Наталья Евгеньевна у нас молодая мама, я лично знаю Наталью Евгеньевну. Наталья Евгеньевна кандидат психологических наук, является доцентом, и то, что представила Наталья Евгеньевна как опыт своей именно деятельности по формированию читательской самостоятельности ребенка до 6 лет, это уникальный опыт. Ребенок читает вместе с мамой. Ребенок вместе с мамой познает этот удивительный мир. У нас, наверное, будет очень интересно. Спасибо.
Для снежной бабы нужен нам такой. Честно говоря, я вообще не поняла, как жюри смогло распределить места в этой номинации. Все работы. Мне невероятно было слушать, потому что все участники уже победители. Это красота нашего русского слова, это красота именно русского языка. И когда вы читаете, вы формируете, прежде всего, конечно же, уважение к русскому языку. Наталья Ильина, спасибо вам большое. Диплом второй степени вручается Козловой Виктории Михайловне и Козловой Варваре. Детский сад село Верка. К сожалению, не смогли Приехали, да, к сожалению. приехать. Но, наверное, мы посмотрим. Ролик мы обязательно посмотрим, да. Девочка-снегурочка. Да. Ау, ау. Идет медведь, хворост трещит, кусты дымятся. О чем девица, о чем красная? Ау, ау. Я девочка, Снегурочка. Из лишнего снегу скатываю. Лишнего солнышко подрумянила. Это те искренние чувства, которые сближают в первые годы жизни маму и ребенка. Спасибо. Диплом первой степени вручается Трошевой Ольге Лидовне и Малафееву Ивану. Победитель конкурса «Читающая мама» Республики Коми в номинации «Читаю вместе с мамой». Очень красивый текст был выбран Ильиновой. Я очень надеюсь, что мы можем сейчас увидеть этот Да, текст. давайте посмотрим Самуил Маршак в прошлый день. Вот портфель, пальто и шляпа. День у папы выходной. Не ушел сегодня папа, значит будет он со мной. Мамочка, спасибо тебе большое. Ты так эмоционально уже читаешь. Ты давно научился читать? Вместе с мамой читаешь давно? Уже сам читаешь. Читаешь сам? Какие ты любишь произведения? Ванечка, мама тебе поможет. «Снежную королеву» Ганса Кристиана Андерсена. Следующая возрастная категория. Дети от 6 до 10 лет. Диплом третьей степени вручается Вовиной Татьяне Витальевне и Вовиной Анне. Город Воркута. Представитель есть у нас? У нас есть представитель. Республиканский центр образования. Это структурное подразделение Центра дистанционного обучения детей-инвалидов Республики Коми. Спасибо вам, коллеги, что вы сопровождаете и мам, и детей. Очень красивое сейчас будет видео. Спасибо, что вы помогаете нашим мамам в таких непростых ситуациях воспитывать детей. Спасибо. Медведь встал на дыбы, когти выпустил, зычным голосом спрашивает: кто это снегом в глаза бросается? А в ответ ему слабенький голосок. Это я, ветер. Да как ты посмел? Не сердись, помоги мне. В этой номинации жюри не смогло сделать выбор между двумя номинантами, и у нас целых 2 вторых места. Диплом второй степени вручается Пятышевой Екатерине Юрьевне и Пятышеву Ивану. Детский сад номер 105 комбинированный город Ухта. Смотри, подъехать, но я думаю, что мы посмотрим. Да, говорите. Сокол, это ты? Что? Я опять. Сокол, это ты или нет? Это Беркут, как дела? Он засмеялся, посопел и говорит: о, очень остроумно. Ну, довольно разыгрывать. Сонечка, это вы? Я говорю, какая там еще Сонечка? Это Беркут.
нам было очень трудно. Да. Диплом второй степени вручается Шараповой Наталье Васильевне, Шараповой Анне, село Кайгородок. Наталья Васильевна создала особую обстановку. Она представила текст в этнокультурном музее. Все началось с разговора с девочкой о том, как хорошо, что мы вместе в этот зимний день дома можем читать. И читали сказку Пушкина. Когда мать в колыбели на ночь сына кладет, под окном для него песни вьюга поет. Здравствуй, красная девица, говорит он, будь царица, и роди богатыря мне к исходу сентября. Вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. И победитель конкурса. Мы долго очень думали, но то, что сейчас вы увидите, вас поразит. Читает мама, читает ребенок. Это небольшое стихотворение, но вы знаете, пробегают мурашки. Стихотворение о любви к родине. Что мы родиной зовем? Дом, где мы с тобой живем, и березки, вдоль которых рядом с мамой мы идем. Что мы родиной зовем? Поле с тонким колоском, наши праздники и песни, теплый вечер за окном. Диплом первой степени вручается Соловьевой Марии Степановне и Соловьеву Илье. Республиканский центр образования, структурное подразделение Центра дистанционного обучения инвалидов Республики Коми, город Ухта. Дети в возрасте старше 10 лет. Возрастная категория старше 10 лет. Диплом третьей степени вручается Перик Надежде Ивановне и Решетникову Даниилу, поселок Кошва, Печорский район, здесь представитель. Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю. Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени. Так ты меня очень любишь. Детство Лев Николаевич Толстой. Это наша русская классика. Немногие выбирают Льва Николаевича Толстого, особенно его сложные повести детства, отрочество и юность. И вот этот выбор для нас был очень важен. Спасибо маме, что выбрала такой текст и читала вместе ребенок. И ребенок действительно погрузился в этот текст. Он даже больше был погружен, чем мама. И вот те смысловые позиции, которые здесь заявлены, о любви к маме, о любви к родине, о любви к жизни, они представлены вот в этом небольшом ролике. Но я очень надеюсь, что мы выложим все видеоролики, и вы получите невероятное удовольствие, наслаждение от тех текстов, которые выбирали наши родители. Спасибо. И диплом второй степени вручается Бушмакиной Тамаре Васильевне и Юрецкой Нине, гимназия иностранных языков, город Ухта. К сожалению, мы уже не смогли подъехать. Богородица с младенцем в яслях. Ах, какая скоро благодать! Дай, Господь, всем людям счастья, торжество с улыбками встречать. Вьюга кружит, Рождество Христово так встречают радостно у нас. Поздравляют в храме с Новым годом после службы ночью, ровно в час. Это творчество епископа Старокарского Катерина. Да, это все-таки в преддверии рождественских праздников. Очень красивое
стихотворений. Мы когда общались с Петерем, мы тоже говорили с ним, что выбор текста был не случайен, и это важно, что выбирают тексты наших писателей, конечно, нашего архиепископа Петерима. Это очень значимый выбор для нашей республики. И диплом первой степени вручается Семеновой Екатерине Александровне и Семенову Денису, поселок Кожино, Печорский район. Еще один приз уходит в прошлое у нас. Это интересный выбор текста. Это юмористический рассказ Антона Павловича Чехова. Размазня. Вы сейчас все увидите. И жюри было единогласно, и мы сделали свой выбор. Спасибо. Это и мой да, спасибо. Давайте посчитаемся. Вам, наверное, нужны деньги. А вы такая церемонная, что сами не спросите. Ну-с, договорились мы с вами по 30 рублей в месяц. По 40? Нет, по 30 у меня записано. Я всегда платил гувернанткам по 30. Дорогие друзья, любите литературу, любите читать. Если вы любите читать, значит вы светлые, добрые люди. И пусть у нас все будет прекрасно, и свет и добро будет в наших сердцах, благодаря нашей русской литературе и зарубежным текстам. Спасибо вам за все. Спасибо. Спасибо, Елена Владимировна. Я еще хочу сказать, что организаторы конкурса благодарят за призы, предоставленные для категории «Дети до 6 лет» издательство «Просвещение». И каждый из вас еще получил в качестве приза журнал «Радуга», наш местный детский очень красочный журнал, свежий номер. Обратите внимание, тоже номер. А теперь следующая номинация «Читающая семья». И победителей в ней объявит кандидат филологических наук, доцент Сыктывкарского госуниверситета, председатель Республиканского методического объединения школьных библиотекарей Екатерина Владимировна Прокуратова. Здравствуйте, дорогие, уважаемые родители, папы, мамы, дети. На самом деле очень приятно было поучаствовать в конкурсном отборе. Замечательные ролики, замечательные мамы, артистичные, замечательные дети. И, конечно же, вот любовь к книге, к литературе, она начинается с маминого голоса. И я смотрела некоторые ролики со своей 7-летней дочерью. Она мне говорила, еще посмотрим, потому что действительно это было очень интересно. И трудно было выбрать, да, какой-то вот один ролик. Все были замечательно настроены на такое позитивное, хорошее, доброе чтение. Мне понравилось то, что видно, что это не разовый процесс, это вот не просто так для конкурса сняли и отправили. Это систематическая работа, которую проводят мамы, семья с детьми. И замечательно, что такие читающие семьи, дети, мамы есть в нашей республике. Мы заглянули в будущее, мы увидели, что у нашей республики, у нашей страны есть будущее. Нам сегодня говорят, мы перестаем быть читающей страной, но когда ты посмотришь эти ролики, наверное, вот от этого тезиса надо отказываться. И мы видим, что когда вот в семье воспитывается такая вот любовь к книге, к чтению, это приводит к очень хорошим результатам. Я работаю со студентами разных направлений, филологи, и культурологи, и логопеды, и видишь, когда ребенок читает, это, из него получится хороший студент, хороший специалист. Поэтому мы очень рады, что такой конкурс у нас в республике состоялся. Мы рады, что наша республика читающая, и давайте будем читать и любить книги. Итак, дети до 6 лет. Диплом 3-й степени вручается Стрекозиной Евгении Михайловне, Стрекозину Владимиру Васильевичу и детям Стрекозину Матвею, Стрекозиной Алене. Не приехали, к сожалению, да? Но ролик мы посмотрим, а диплом обязательно передадим Курту. В тайге затерялся мой городок. Он обозначен лишь точкой на карте. И пусть до него километры дорог, жемчужиной севера сияет он ярко. А в огненном краю Взяв себе имя у речки Студенной. Сейчас мой любимый город стоит, где раньше стоял рабочий поселок.
видите, они выбрали стихотворение о бухте и сняли его на улицах родного города. Переходим ко второму месту. Диплом второй степени вручается Горюновой Виктории Витальевне, Горюнову Алексею Евгеньевичу и Горюновой Еве, город Печора. Родители у нас тоже не приехали, к сожалению, но мы посмотрим фрагмент их ролика «Кукольный мультфильм». А есть у нас представители. Дальше. Ну что, давайте посмотрим ролик. Светлеет уже. Светлеет. А я при свете совсем слепая. Выходи, тебе нечего бояться. Так я уже высох. Где? Обманываешь? Не вышел. Так ты же ничего не видишь. Поняла сова, что ее обман раскрылся, поднялась повыше, уселась среди ветвей и пробурчала. Отсюда я и правда ничего не вижу. И диплом первой степени вручается Хайбулиной Наталье Федоровне, Хайбулину Дамиру Рашидовичу и Хайбулиной Нелли, город Печора. Мишка косолапый вылез из берлоги, он лохматой лапой елочку потрогал. Птицы прилетели, прибежали волки, у высокой ели трогают иголки. Даже зайка серый перестал резвиться, хоть и был не смелый, к елочке явился. Следующая номинация, вернее категория «Дети от 6 до 10 лет». Диплом третьей степени вручается Габрук Анне Игоревне, Соповой Любови Афанасьевне и Габрук Софье, город Тента. Я вот только недавно приехала с Инты, ездила туда с семьей. Замечательный город Инта, была в библиотеке, такая теплая библиотека, такие замечательные сотрудники, вообще город очень теплый. Вот замечательные люди там и читающие. Мальчик, накажу, поймаю, снежником закатаю. Мальчик испугался и по полю побежал. Снежная баба на санке встала, помелом замахала и за ним помчала. Мальчик оглянулся, поскользнулся, упал. Встал и дальше побежал. Второе место, диплом второй степени вручается Едимовой Ольге Валерьевне, Буровцовой Ольге Николаевне, Буровцовой Екатерине, город Ухта. Из Ухты у нас тоже семья не приехала, но давайте посмотрим. Я могу сказать, что вот моя 16-летняя дочь просила 2 раза включить ей этот ролик. Спой, Светик, не стыдись, ведь ежели сестрица при красоте такой петь ты мастерица, и ты у нас была царь-птица. В Вещунина с похвал скружилась голова, от радости в зову дыхание сперла, и на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Карр! Сыр выпал, и с ним была плутовка такова. Диплом первой степени вручается Епишиной Екатерине Валерьевне, Абдулину Игорю Даниловичу и Абдулиной Александре, город Воркута. Мы тоже вышли в Воркуту обязательно и приз и диплом. Они подготовили очень серьезное, проникновенное лирическое стихотворение Константина Симонова. Тоже послушаем небольшой отрывочек. Майор привез мальчишку на лафете. Погибла мать, сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся
эти 10 дней. Отец был ранен и разбита пушка, привязанный к щиту, чтобы не упал, прижав к груди заснувшую игрушку, седой мальчишка на лафете спал. Я должен видеть теми же глазами, которыми я плакал там в пыли, как тот мальчишка возвратится с нами и поцелует горсть своей земли. Категория детей старше 10 лет. У нас тут 2 места всего. 2 места, диплома 3-й степени нет, я объявляю призеров диплома 2-й степени. Итак, диплом 2-й степени вручается целая семья. Я буду сейчас перечислять всех, кто участвовал в этом ролике, принимал участие. Гужева Татьяна Германовна, Шестакова Виолетта, Давыдова Дарья, Прокопьев Денис, Прокопьев Вова, Шестакова Марина Александровна, Шестаков Антон Николаевич, Гужева Светлана Александровна, Давыдов Сергей Валерьевич и Гужев Александр Ювенальевич. Есть у нас представители этой огромной семьи? Кайгорода. Действительно, стихотворение Чуковского читали всей семьей Деньков. Посмотрим чуть-чуть небольшой отрывочек. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. А потом позвонил крокодил и со слезами просил. Мой милый, хороший, пришли мне калоши. А потом позвонили зайчатки. Нельзя ли прислать перчатки? А потом позвонил медведь. Да как начал реветь. А потом позвонили цапли. Пришлите, пожалуйста, капли. А потом позвонила свинья. Нельзя ли прислать соловья? И такая дребедень целый день. И диплом 1-й степени вручается Логиновой Надежде Альбертовне, Будорину Сергею Алексеевичу, Логиновой Яне Альбертовне, город Тухта. Нестандартный выбор произведений. А, у нас есть я. Отлично. Молодец. Давай посмотрим ролик, который вы записали. Можно ли честному поэту ставить каждому куплету с позволения сказать? С позволения сказать, престарелые красотки, пересчитывая четки, станут в запуске кричать. Это что? Да это скверно! Сочинитель песни верно. С позволения сказать. Спасибо, Елена Владимировна. Да, но это еще не все. Как я уже сказала, жюри решило выделить еще одну номинацию – чтение произведений на коми-языке. И для вручения дипломов я приглашаю кандидата педагогических наук, проректора по образовательной деятельности Коми Республиканского института развития образования Марину Анатольевну Галову. Уважаемые друзья, нам всем, конечно, очень было приятно принять участие в этом конкурсе, хотя бы в качестве жюри. Конечно, мне бы хотелось принять участие в качестве участника, но, к сожалению, мой сын уже вырос и находится не здесь, учится в Санкт-Петербурге. Но, тем не менее, те работы, которые нам удалось посмотреть, они, конечно, вызвали в нас очень чувство гордости, чувство прекрасного, чувство единения. Мы были удивлены, что так много участников, об этом говорили уже сегодня все выступающие, мы были удивлены, что действительно традиции семейного чтения, они поддерживаются, они остаются. И действительно, мы все-таки остаемся, скорее всего, самой читающей страной. Просто опрашивают, видимо, не тех людей на улице. Да? Те, кто читает, они читают дома, они читают в библиотеках, вот там и надо их спрашивать об этом. Очень много было роликов представлено не только в семейной обстановке, но и в библиотеке. Отсюда мы можем сделать вывод, что действительно традиции семейного чтения, они сохраняются, они продолжаются. И такие конкурсы, они позволяют нам
приобщать к традициям чтения все больше и больше семей, все больше и больше детей будет посещать библиотеки. Я думаю, мы к этому тоже с вами стремимся. Также, как уже отмечала Галина Владимировна, нас очень удивил выбор произведений. Мы увидели, что здесь не только современные произведения, не только классика, но и произведения наших соотечественников. Поэтому мне очень приятно вручить награды в этой номинации. Читает мама. Итак, диплом третьей степени вручается Пименовой Людмиле Васильевне, Микушевой Ульяне, средняя общеобразовательная школа, село Карпкирос. Замечательные участники в этой номинации. Василий Ильич Лыткин, «Чижгиш, джажгиш, гуд». Стихотворение, по-моему, да? Посмотрим проект. Чизгыш-джазгыш гуд, госсыз шижим пуд. Талон четчис шонты петтеч. Мошкарик асыбыт, поезд час кыдья яшут. Пирекшанька артмизбор. Шужа чук я быг яцур. Пашталыс шок сарапан. Воча спуктыс рымпыштан. Выласышлы суна щикас. Ищерга да югу чика. Диплом второй степени вручается Игушевой Анне Ивановне и Игушевой Вере, детский сад номер 72 общеразвивающего вида, город Сыктывкар. Замечательно, что они присутствуют также у нас сегодня здесь, в нашем зале. Да. Это стихотворение Николая Щукина «Азбука» на гоме языке. Миткать коты, зонли, нывли, слышбыртем шиан кывлы. Мам, шо бурантакан, кирчело тая Акын. Утка сылын гугибан, шиза шетле сенитан, бум-да-бум, тарарам, ворсанториес, барабан. Диплом первой степени вручается также представителям Сыктывкара Ладыгиной Елене Дмитриевне и Ладыгину Илье. Поприветствуем, они в нашем зале. Народную прибаутку «Каша-каша» прочли они. Да? Песенки. Меж пач варте, чусь пожнаше, кач ковдум пожале, ур би виде, руч дырак. Да, вот здесь мне бы хотелось также еще раз подчеркнуть, что несмотря на то, что у нас сейчас век цифровых технологий, да, электронные книги многие читают, но в нашем конкурсе были представлены живые книги. Учеными доказано, что все-таки чтение живых книг, оно дает наибольший развивающий эффект. Никакая электронная книга никогда не заменит старую, добрую, бумажную книгу. Спасибо всем участникам. Это была народная песня «Каша-каша», и была книга действительно с отличными иллюстрациями. Так, у нас следующая категория. Читаем вместе с мамой. Диплом третьей степени. Также представители Сыктывкара получают Мараева Мария Михайловна и Мараева Полина. Здесь они у нас присутствуют замечательно. Мария Михайловна читала стихотворение Нины Александровны Обрезковой, которая и сейчас живет в нашем городе, «Петух Вася». Я ее приглашала сюда, к сожалению, Нина Александровна не находится сейчас в Сыктывкаре, но ей было очень приятно узнать, что ее стихи читают. Петух Йорин, ветла чапа, кысу кнюла, аще слапа, чипампиян, кот-кот-кот, шань же миян, ваще морд. Так, диплом второй степени вручается Пигулиной Татьяне Васильевне и Пигулину Роману. Благоевская средняя общеобразовательная школа, Гудерский район. Замечательно, что эти люди тоже присутствуют в нашем зале. И мы рады их поздравить с победой в этой номинации. Это представители.
читает стишок Паша Пио Чечи. Очень натуралистично изображает роман ленивого сына Пашу. Паша Пио, петь же, петь. Коч, педи питада, отже. Мама, мене диш бошти. Дышли лямпу сурвыем. Но какую лемпу сурит? Кто же занял первое место в этой номинации? А здесь у нас опять представители Инты. Худякова Евгения Андреевна и Худяков Александр. Они читают тоже стихотворение нашего современника Евгения Козлова «Гограс Джоджерес кыны пукшес баба». Корка Джоджераса, кара мианыстас, ваш там тубраса, дагажа дыш там щи. Асершондес, и сади ранном пыста, теца орденес муса, чужанин. Так, а у нас следующая номинация «Читающая семья». Диплом второй степени вручается представителям Удовского района Ванеевой Валентине Ювенальевне и Вищик Дарине. Этой семьи приз. Бабушка Валентина Ювенальевна читает своей внучке Дарине тоже свои землячки стихотворения Нины Обрезковой «Дива Козин». Сега в контакте пункта да видите, код ёшка слышь фото esse, да гижешь та смыка. А мы ёшка несе, тача фото esse, буданланем. Мекута снимать не, сэмэн, сэтчем тот. Мы джебэма ещинус. Что же, первое место. Так, и, наконец, диплом первой степени в номинации «Читающая семья» получают представители Ухты. Кацуба Мария Петровна, Каданева Люсия Петровна и Кацуба Андрей. Детский сад «Колесоль» следующего вида. К сожалению, не смогли они у нас присутствовать на нашем мероприятии. Какую народную сказку они читают? Прабабушка читает за столом с самоваром сказку. На каком языке ребеночку? Петух, петух, Петрован. Зарни сорца кыч олан. Быен мапкыштыма юр, тошкыт шылкыч на бур. Ошинюккы митчишлы, китыр анькыш тетсета. Мы благодарим всех участников нашего конкурса и надеемся, что конкурс у нас будет продолжаться, конкурс станет традиционным, и мы приглашаем вас к участию в следующем. Но это еще не все. Да, я еще хочу пригласить сюда директора Национальной библиотеки Республики Коми Ольгу Рудольфовну Мифтахову. Дорогие друзья, вот, сегодня в зале такое мероприятие состоялось замечательно. Я много бываю в мероприятиях наших здесь. И вот очень редко, это редкие минуты, когда я испытываю такую радость единомышленников, когда собрались люди, которые говорят и понимают, о чем говорят, и радуются творчеству, сотворчеству. Для меня вот этот конкурс, я не была ни в жюри, я не знала заранее работу, я не знала, что за конкурс, потому что это не мы учредители этого конкурса, но я настолько покорена вообще возможностями вот именно такого формата работы с читателями, потому что, вы знаете, вот очень много полезного, даже на сегодняшнем мероприятии. Я как бабушка, как мама, очень много читаю сейчас своим детям, и внукам я сегодня получила несколько мастер-классов. Знаете, это так замечательно, я уже сразу сообразила, что я завтра сделаю, как я покорю своих внучек маленьких. Потом, я думаю, что очень важно, маленькие детки, которые сегодня пришли, вы знаете, мы очень много уделяем внимания детям талантливым, которые что-то делают своими ручками, что-то сами пишут, да, сами что-то изобретают. Но вы знаете,
у чтения есть очень важная сторона. Читать – это тоже талант, это творчество. И поэтому детки, которые пришли сегодня с мамами в этот зал, и они, понимаете, в первый раз их наградили за то, что они были читателями. Понимаете, это творчество. Это, мне кажется, для них это было сегодня очень важно. Я тоже думаю, что если бы мои внучки тоже сегодня были здесь, они бы тоже почувствовали и много-долго вспоминали, за что их наградили, и за что их показали нам. Я думаю, что у этого конкурса очень большие перспективы еще в том плане, что могли бы присоединиться, конечно, и библиотеки, не только школы с родителями, но и библиотеки тоже поучаствовать, организовав своих читателей, семей, которые сегодня есть, и если они не участвовали в школах, то хотя бы таким образом расширить количество и горизонты, и географию участников этого конкурса. И тогда я думаю, что он действительно был бы очень массовым. Ну, очень показательный конкурс. Я очень рада за те приятные минуты, которые посвятили сегодня и согрели. Мы все сегодня согреты вашим творчеством, одним словом. У меня сегодня 2 приза симпатий в библиотеке. Вот, конечно, покорила семья, которая читает всей семьей. Понимаете, это так замечательно. Я тоже в этом мастер-класс увидела и тоже сейчас всех рассадила домашних и думаю, каждому свою роль нужно в чтении дать. И даже уже подумала, в каком произведении это можно все сделать, в детском. И вот мы дарим этой семье замечательную книгу, которую это такая замечательная книга, которую всей семьей можно не один вечер читать, изучать, телефона читать, переходить уже в столовую. Здесь сами тексты, иллюстрации, работы художников и историков, персоны этого периода. Чего только нет, насколько иллюстрировано. Я настоящий подарок авторов таких книг вот таким семьям. Абсолютно правильный выбор. И еще у меня есть такой приз симпатии Национальной библиотеки, а мы тоже обсуждали в своем кругу этот конкурс. И мы решили, что нужно вручить обязательно за литературный вкус Волковой Екатерине Владимировне, мамочке, которая читает книги мамы. Владимира Искандера «Начало». Хорошего вкуса, тонкое чутье, интересный выбор Василий Искандер. И книжка очень хорошая, интересная. Я всем вам желаю очень много новых впечатлений от чтения интересных книг. Спасибо вам. Пару слов еще хочет сказать представитель журнала «Радуга» Софья Терон, буквально минутку, чьи журналы вы, может быть, уже успели рассмотреть в своих призах. Здравствуйте, дорогие мамы, папы, дорогие организаторы, жюри. Очень приятно здесь быть. И вот я пока смотрела, я так восхищалась. Казалось бы, название конкурса «Читающая мама, читающая страна». Вот такие интересные трактовки, такие интересные идеи, воплощения. И я думаю, что таким креативным семьям будет интересно почитать наши журналы. Наш журнал создается в Республике Коми при поддержке государства. Он ориентирован на деток от 3 до 7. Это совместное чтение с родителями и от 7 до 12 лет. Возможно, многие слышали про газету «Радуга». Вот в 2017 году газета «Радуга» стала таким разноцветным ярким журналом. И его миссия вообще формировать читательский вкус у деток. Но вместе с нашим разноцветным журналом можно не только читать, можно участвовать в различных конкурсах, можно учить коми-язык, можно учить английский язык, можно разгадывать различные кроссворды, вот, например, здесь у нас предпоследний номер. Можно вырезать, рукодельничать, творить, раскрашивать разукрашки. Вот такие, допустим, у нас есть интересные. Юрия Лисовского, возможно, слышали про такого художника известного. Ну и развиваться и развлекаться. В общем, я надеюсь, мы с вами подружимся. Смотрите, читайте, берите в библиотеке, подписывайтесь. Будем рады, если мы будем с вами дружить. Софья у нас проводит мастер-класс по ей, так что если вы никуда не торопитесь, подходите к ней, она вас научит чему-то интересному. Еще у нас есть выставка, обратите внимание, можете брать книги на дом и у нас тоже, и для родителей, и кое-что у нас есть для детей. Ну что ж, все призы мы раздали,
И я хочу сказать, что интересных работ действительно было очень много. И я очень надеюсь, что в следующем году такой конкурс пройдет во второй раз. Да? Будем следить за новостями на сайте Приро. Видеозапись нашего сегодняшнего мероприятия смотрите тоже на сайте. На YouTube будет выложена ссылка на Приро. Я прощаюсь с вами. До свидания. Спасибо большое всем.